Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Развитие малого и среднего бизнеса. Каждый бизнесмен, который вкладывает в республику средства, для нас он ходит на хрустальный ваз, Рамзан Кадыров провел совещание с экономическим блоком региона. Что было на повестке дня, узнаем у нашего корреспондента. Оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается. Сегодня мы видим радость на лицах наших детей. Спасибо вам за вашу доброту и бесценную поддержку. Региональный общественный фонд имени Кадырова организовал праздник для детей Газа в честь Ид аль-Фитр. Под председательством главы региона прошло совещание с участием руководителей экономического блока. Основной темой стали меры поддержки малого и среднего бизнеса. Рамзан Кадыров поставил задачу создать максимально благоприятные условия для развития предпринимательства. Репортаж Матины Нусалчиевой. Главной темой совещания под председательством Рамзана Кадырова стала перспектива развития малого и среднего предпринимательства, а также меры государственной поддержки бизнеса в республике. При поддержке президента страны федерального центра Чеченская республика динамично развивается. По всем направлениям социально-экономического развития у нас высокие показатели. Выполняются все социальные обязательства. Успешно реализуются нацпроекты и госпрограммы. Нашей ключевой задачей является повышение благосостояния населения и обеспечение устойчивого экономического роста. Поэтому вопросы развития предпринимательства являются одним из приоритетных. В нашей республике созданы комфортные условия для осуществления предпринимательства. Компании, которые работают в нашей республике, должны быть уверены, что их инвестиции будут защищены. Это в интересах республики, общества и всех людей, которые трудятся в частном секторе экономики. Мы должны создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично. Сейчас я хочу заслушать доклады по повестке сегодняшнего совещания. В своем докладе заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев отметил, что в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы оказано 43 тысячи услуг более 12 тысячам субъектам малых и средних предприятий. Также услуги получили больше 6 тысяч физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса, и больше 4 тысяч самозанятых граждан. Кроме того, в рамках этого же нацпроекта 131 молодой предприниматель получил грантовую поддержку на общую сумму 65 миллионов рублей. Также в 2019 году был создан агропарк Юг-Агро на площади 15 гектаров. Привлечено 5 резидентов, создано 149 рабочих мест. Привлечено частных инвестиций в объеме 1 миллиард 300 миллионов рублей. Благодаря проводимой Рамзаном Кадыровым политике по обеспечению предпринимателей, реализуемыми в рамках нацпроекта, а также мерам, реализуемым в рамках нацпроекта, удалось нивелировать многие вызовы, перестроить рынки сбыта и сохранить инвестиционную активность. Как результат, в регионе за последние 5 лет кратно увеличилась численность занятых в малых и средних предприятиях 4,5 раза. По темпу прироста числа самозанятых граждан Чеченская Республика входит в десятку лидеров. Если по итогам 2020 года только 2000 жителей республики имели статус самозанятых, то по итогам 2024 года более 128 тысяч человек. Растут обороты сегмента малого и среднего предпринимательства. По темпу годового прироста оборота малых и микропредприятий на душу населения Чеченской Республики занимает 9-е место всех субъектов Российской Федерации. По итогам 2024 года МСПС заплатил в бюджетную систему республики 11 миллиардов 640 миллионов рублей. Кроме того, развитию бизнеса способствует и расширяющаяся сеть организаций, оказывающая предпринимателям поддержку, в том числе негосударственную. В частности, в 2023 году в Грозном был проведен региональный форум предпринимателей «Бизнес. Новые горизонты», на котором была презентована Центр развития предпринимательства «Единство», учредителем которой является Табарик Рамзановна Кадырова. В отчетный период также проводились бизнес-форумы
окружного и всероссийского масштаба. На самом деле, выстроить система до такой степени сегодня приветствуется предпринимателями. То есть вся команда сегодня работает в таком формате, что любой предприниматель из Чеченской Республики и из других регионов, даже иностранцы, могут прийти к любому главе района, мэру городского округа, министру, вице-премьеру и сказать свою задачу. И мы уже в телефонном формате между собой решаем эти вопросы. То есть те бюрократические загвоздки, которые присутствуют в других регионах, где месяцами им нужно ждать письма от органа исполнительной власти по выдаче тех или иных разрешительных документов, благодаря вашей тонкой политике, которую вы выстроили сегодня в республике, нам удается максимально идти навстречу всем предпринимателям. Рамзан Кадыров отметил, что руководством должна быть оказана максимальная поддержка предпринимательству и создана комфортная среда для привлечения как можно большего количества желающих открыть свой бизнес в регионе из других субъектов и зарубежных стран. Максимально предприниматель, средний бизнес, комфортные условия, система Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Идрис Усманов в свою очередь отметил, что никаких проблем и замечаний со стороны возглавляемого им ведомства нет, подчеркнув, что подход главы региона дает только положительные результаты, чему свидетельствует экономическое развитие региона, в котором созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Уважаемый Рамзан Ахматович, я думаю, нет необходимости перечислять показатели, которые только что изложил министр экономики. Я, как ваш представитель в вопросах обеспечения государственной гарантии защиты прав предпринимателей, могу сказать следующее дословно. Вы являетесь гарантом прав и свобод гражданина и предпринимателя, в том числе в этой республике, поэтому для меня сегодняшнее совещание, которое вы проводите, несмотря на ваш плотный график работы, это демонстрация политической воли руководства республики на развитие предпринимательства. Подтверждаю, что в республике созданы все условия для развития и поддержки предпринимательства. Функционируют все необходимые механизмы поддержки предпринимательства. Сегодня то, что происходит в нашей республике, благодаря вашим усилиям команды, это беспрецедентные показатели с точки зрения науки вообще, как строительство, как и в вопросах политика экономического обустройства общества. В конфликтологии бошта науки Рамзан Ахматович и Сончелдика для ликвидации последствий локальных военно-политических конфликтов отводит от 30 до 50 лет. Ой, показатель, что он серьезно юктон. Забьешчар да он критические оценки лагер. Тахан хошуа дуэ да он арвелча хох юкли валез да он нашик ира хок ира ханьяча цяцволе ахда. Ой, аедлу дадиш предпринимательно. Го даздисан хумадац да он итекачи токахюк штух да мулахда. В завершении глава региона в очередной раз напомнил о том, что надо быть очень внимательным к сфере малого и среднего бизнеса. Каждый предприниматель представляет особую ценность для региона, и отношение к нему должно быть соответствующее. Минимально хризон тятил вопрос проблемный, максимально дон саудадис. Чтобы они почувствовали себя комфортно. Худадис шундо. Каждый предприниматель, каждый бизнесмен, который вкладывает в республику средства, для нас он ходит хрустальный ваз, вешу, вешу, максимально Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров также провел рабочую встречу с руководителем управления налоговой службы. Саид Тумхаджиев доложил главе о текущем состоянии налоговой сферы региона. Стороны также обсудили, как эффективная налоговая политика способствует устойчивому развитию общества, наполнению бюджета и реализации социальных программ. Эти и другие вопросы в сюжете Рамзана Абуева.
Граждане и организации, своевременно и в полном объеме уплачивая налоги, способствуют устойчивому развитию общества, создавая условия для экономического и социального прогресса, отметил Рамзан Кадыров в начале встречи с Саидом Тумхаджиевым, руководителем Чеченского управления Федеральной налоговой службы. Налоговая сфера мова он, что Балдяр Кемаш более Галбал Бюч он, Удадизуидон, Кацидон. В 2024 году управление смогло привлечь более 300 миллиардов рублей в консолидированный бюджет. Плановые задания выполнены на 107%. Поступления налогов в течение года превышали прогнозные показатели. В связи с чем в закон о бюджете Чеченской Республики дважды вносились изменения в сторону увеличения бюджетных назначений. Динамика поступления в консолидированный бюджет республики в сравнении с 2023 годом составила 141,7%. В том числе в республиканский бюджет 145%, плюсом 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Местные бюджеты 136,2%, с плюсом 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Итого в бюджетную систему республики поступило на 9 миллиардов 300 миллионов рублей больше, чем в 2023 году. Также положительные темпы роста обеспечены по всем видам налогов. Особенно прирост приходится на налог со специальных налоговых режимов, так называемый УСН. По этому виду налоговая динамика в этом году составила плюс 1 миллиард 257 миллионов рублей или 177%. Всего собрано 2 миллиарда 890 миллионов рублей. И все это благодаря тому, что в рамках налогового кодекса нашей республики законом, принятым благодаря вашей поддержке, низкой ставки налога, что привлекло на налоговый учет более 3000 налогоплательщиков с других регионов нашей страны. И это, конечно, позволило предпринимателям дополнительно поднять уровень поступления по этому налогу со 150 миллионов рублей в 2017 году почти до 3 миллиардов рублей. Объем поступления по налогу на прибыль организации составил 1 миллиард 950 миллионов рублей, а динамика поступления за 2024 год составила 118% или больше на 298 миллионов рублей. По налогу на доходы физических лиц объем поступления составил 19 миллиардов 155 миллионов рублей, то есть на 4 миллиарда 839 миллионов рублей больше, чем в 2023 году. Темп поступления НДФЛ выше, чем больше в 2023 году, по СКФО 22,5%. Разрешите, уважаемый Рамзан Ахматович, заверить вас, что налоговое назначение консолидированного бюджета республики, установленное в размере 32 миллиарда 35 миллионов рублей, будет исполнено за счет повышения уровня администрирования налогов, формирующих доходы нашей республики. И, конечно, уверенность в этом мне придает показатели налоговых поступлений с начала текущего года, так как за 2 месяца в консолидированный бюджет республики поступило 4 миллиарда 128 миллионов рублей. Это на 1 миллиард 100 миллионов рублей или на 37% больше, чем в прошлом году. Мы сделаем все, чтобы сохранить этот положительный тренд до конца текущего финансового года. На основании поручения Рамзана Кадырова 22 июля прошлого года органы исполнительной власти проводили совместную работу по исполнению бюджетных назначений в сфере имущественных налогов физических лиц. Это привело к значительным результатам. В республиканские и местные бюджеты поступило 2 миллиарда 407 миллионов рублей, что составляет 138% к 2023 году. Эти результаты значительно превосходят аналогичные данные по СКФО и в целом по России. В конце года поручение и поручение дольше от поручения царя ОГО ел рабочие группа совместно с администрациями районов, представительной администрации районов, судебных приставов, из ГИБДД, что ел рабочая группа, на острове Бог-Бир, и поручение ельцах, лахтравство, аштикади, дацер, пользуясь случаем, если поручение ельцах, лахтравство, результат, шхирил шацер, тана ел группа республика, районна Бог-Бир, Рамзан Кадыров подчеркнул, что налоги являются ключевым источником финансирования важных государственных программ, включая здравоохранение, образование, социальную защиту, и поэтому они играют огромную роль в социально-экономическом развитии региона. Везде государство существует,
обязательно дует, обходит потом уголовное дело, что он Шихан демократичен, что налог дало, что он болби, что он это превыше всех, это есть соблюдение закона, что он содержит возращение. Я довольно что он проблем стоит, что он все вовремя, чтобы они платили налог. А так, что он дал молодого и халкит, что он халвода, шейтал, беш, что он халвода. На текущий год законом о бюджете республики установлены задания на 3,8 миллиардов рублей, превышающие налоговые поступления 2024 года. Платежи по налогам способствуют борьбе с социальным неравенством, так как государство направляет собранные средства на поддержку нуждающихся людей и обеспечивает равный доступ к жизненно важным услугам. Рамзан Абуев, Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. В ходе инспекционной поездки глава республики проверил ход строительства новой мечети в Ахматовском районе. В настоящее время ведутся отделочные работы. Этот духовный центр станет не только местом для молитв, но и украсит город своим уникальным архитектурным обликом. Медина Мударова подробнее. Святыня вместимостью более 5000 молящихся расположилась по проспекту Мухаммеда Али. Площадь застройки составляет 3078 квадратных метров. Оформление выполнено в восточном стиле. Сооружение имеет 2 этажа и плана круглой формы. С процессом возведения Рамзана Кадырова ознакомил помощник главы Чеченской Республики Амрудей Дергириев и мэр Грозного Хасмакамед Кадыров. 9 мая открытый, да. Вот, это вышли. Есть семья. أصلاً يو العيلة غيره على عدوشتل. بين برد أخشى تا دلقي أرجع صبي أكيد وشق صداقة حبي أكتر بوال. لا شيء بيحكي سوي شلون دير وصل تشكي أكتر. На данный момент идут внутренние отделочные работы, проводятся коммуникации, благоустраивается территория. Купол диаметром 31 метр и высотой 28 метров. Для создания мягкого естественного освещения предусмотрены декоративные люкарны. Внутреннее пространство мечети, включая вестибюли и лестницы, будет отделано натуральными камнями. Стены украшены художественной ручной росписью под золото. ده حال تعرف ده بقول أنت ده ما أونك أنت ولا يا أخي رونالدو شو يوس شاد كيف حسن يقي زينة عويل وشاد وقت وشاد on يشتن حول وشاد وزينة يقي تي وما تشغل ويل شاد on أعمل عليه ولا عدون زتلا شاد وأعمل عليه ولا عدون كده يقطع ولا يقطع شاد الشغل اللي هو إيش أبو بكر دون جل نعرف كيف دون علم سوى دون الله دون في ثاني إيش بيت دون اشتغل عشان دكان رمضان هو بشيء دون دكان ودار لا ده الورق وده مصر قوانا خنترة ما فقع مصر أولى ترى مصر دكني ترى مصر قوانا وترى ماجد حجج يا كاري وقشان الله لا ترى ما يقول Работы не прекращаются, несмотря на время и погоду. Здания возведены по очертаниям 3D-макетов, согласованными с главой. У мечети также возвышаются 5 минаретов высотой в 61 метр. Они названы именами достойных сыновей нашего народа – Хасайна, Юсупа, Рамзана, Алхазура и Абу-Бакара. Все они были друг другу родственниками и погибли в 1998 году в результате покушения на первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они были ему близкими соратниками. После открытия мечети планируется обновить фасады близлежащих домов, благоустроить прилегающую территорию, а инвесторы неподалеку хотят открыть новый ресторан. В скором времени красивая и уютная мечеть распахнет свои двери для верующих, где они в комфорте смогут совершать намаз и восхвалять Творца. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Состоялось заседание оперативного штаба по внедрению онлайн-касс и платежных терминалов в сфере торговли и услуг в регионе. Это не просто техническое обновление, а важный шаг прозрачности экономики. Собравшиеся отметили, что подключение приносит бизнесу преимущество в виде увеличения лояльности клиентов. Подробности «Умная касса» у Рамзана Абуева.
Все компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей и оказанием услуг, обязаны внедрить онлайн-кассу для учета финансовых операций. Таковы требования 54-го федерального закона о контрольно-кассовой технике. На заседании оперштаба по обеспечению установки данных аппаратов обсудили ход процесса. Рамзан Ахматович Кадыров по итогам 2024 года на итоговом совещании озвучил ряд протокольных решений. Это увеличение доли безналичных форм оплаты между клиентами и представителями бизнеса, представителями торговых точек, людьми, оказывающих услуги гражданам Чеченской Республики, гостям и туристам нашего региона. Сегодня мы обозначили ряд вопросов, наметили план мероприятий. Непосредственно уже по районам выезжают наши рабочие группы, проводят мониторинг, проводят инструктирование. Планируется завершить внедрение контрольно-кассовой техники во всех торговых точках республики к концу года. Оперштаб состоит из представителей разных министерств и ведомств. По каждому району сразу пропускать порядок и на что и как проверка будет, как дорожную карту такую быстро сделаем, уже даже возможно с этой недели начать мониторинг этих торговых объектов и определенных заханных знаков на цифре то есть эквайринг, контрольно-кассовый аппарат. Это требование касается предпринимателей и коммерческих компаний с любой системой налогообложения и видами деятельности. Однако есть случаи, когда они могут вести свою деятельность без онлайн-касс. Это регламентировано 2 статьей 54 федерального закона. Главными плюсами использования таких аппаратов – это мгновенная передача информации в налоговую службу и защита прав потребителей. Львиная доля контрольно-кассовой техники в нашей республике приобретается в определенных центрах технического обеспечения, то есть это ЦТО. Регистрируется двумя способами. Первый способ – это прийти в налоговый орган, подать на бумажном носителе заявление. Второй способ – это создать электронный личный кабинет контрольно-кассовой техники и через этот кабинет подать с помощью ЭЦП в налоговую службу. Регистрация происходит от 20 минут до 5 рабочих дней. В этот период происходит регистрация контрольно-кассовой техники. Обсуждали также внедрение платежных терминалов. Хотя предприниматели не обязаны использовать безналичные расчеты, их подключение приносит бизнесу преимущество в виде увеличения лояльности клиентов. Эквайринг ускоряет и упрощает оплату. Внедрение онлайн-касс увеличивает прозрачность расчетов, что положительно сказывается на налоговых поступлениях и позволяет бизнесу вести точный учет доходов. Несоблюдение обязательного использования контрольно-кассовой техники может привести к штрафам и приостановлению их деятельности. Рамзан Абуев, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова устроил праздник для детей сектора Газы. Несмотря на сложную обстановку, сотни ребят получили подарки, сладости и возможность на время забыть о тяготах войны в атмосфере радости и надежды. О праздничной акции добра расскажет Линда Джамалдинова. Эти дети каждый свой день проживали в страхе и голоде. Чтобы поддержать их в один из главных мусульманских праздников, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал мероприятие в секторе Газы. Более 4000 ребятишек смогли забыть о творящемся ужасе у них на родине и на время вернуться в счастливое детство. Сегодня первый день праздника, и мы раздаем сладости для тысяч детей Газы, пострадавшим от боевых действий. Благодаря помощи чеченского народа, который всегда поддерживает нас, сегодня мы видим радость на лицах наших детей. Спасибо вам за вашу доброту и бесценную поддержку. Благотворительной организацией организованы праздничные мероприятия с аниматорами. Всем детям раздали сладкие наборы подарков. Новая одежда предоставлена около 500 особенно нуждающимся, а свыше 400 семей получили продукты питания. Несмотря на то, что война продолжается и люди умирают, мы отмечаем праздник с детьми на севере Газы. Это стало возможным благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы хотим поблагодарить его за все, что он для нас делает. Фонд продолжает свою миссию – оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Получатели помощи выразили искреннюю благодарность Рамзану Кадырову и президенту фонда Аймане Несиевне. Линда Джамалдинова, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.